Assalomu alaykum. К сожалению, остросоциальным драмам довольно сложно набрать большую популярность. Людям ближе блокбастеры, комедии и в целом массовое кино. В социальных фильмах зрителю нужна яркая, изящная аналогия, описывающая социальную проблему так наглядно, что любой поймет идею фильма с первого взгляда. Одним из подобных примеров является испанский фильм 2019 года «Платформа», в котором все заключенные расположены каждый на своем этаже или на пронумерованных социальных уровнях, от которых зависит доступ к еде. Таким образом, олицетворяя собой социальный класс и подчеркивая разницу между бедными и богатыми. Подбором столь же удачной аналогии может похвастаться и кыргызское кино, жемчужиной которого является фильм «Белгисис маршрут» 2008 года, в котором режиссер Темир Бирназаров смог поместить все тогдашнее кыргызстанское общество в одном автобусе и умудриться сделать сложное социальное высказывание в комедийно-сатирическом сеттинге, которое остается актуальным и по сей день. Давайте попробуем вместе с вами разобраться, что же хотел нам сказать автор, смог ли он найти ответ, куда движется кыргызское общество и что его ждет в конце. Как и многие остросоциальные работы, бросающие в каком-то смысле вызов неправильной действительности вокруг, Белгисис маршрут столкнулся с многочисленными препятствиями. Сценарий фильма четырежды подвергали редактуре, не хотели выделять деньги на съемки, кинотеатры не хотели его показывать, да и после выхода фильма режиссер неоднократно сталкивался с недвусмысленными расспросами касательно его содержания. Однако по счастливому стечению обстоятельств картина все же вышла в свет и сразу же обрела статус культовой, завоевав международное признание по версиям сразу нескольких кинофестивалей. Дидор в Душанбе, Евразия в Астане, Ника в Москве и на Международном Иссыкульском кинофестивале. Так почему же фильм обрел такую популярность? Ведь если вкратце ознакомиться со сценарием фильма, то зрителю он не покажется каким-то особенно гениальным. Сам скелет сюжета довольно простой. По неизвестному маршруту из Бишкека в село Киличек или будущее в стареньком автобусе, олицетворяющем собой Кыргызстан, в густом тумане едут односельчане, всего 21 человек. Во время поездки они ругаются, мирятся, дерутся, переизбирают себе водителей и попадают в неприятности. Сперва заехав на территорию, где проводятся военные учения, а после оказываются на волоске от падения с обрыва. Лишь коллективными усилиями им удается выбраться из передряги и продолжить свой путь к селу будущее. А дорогу автобусу, подобно Горьковскому Данка, освещает парень Умют, в переводе «надежда», идущий пешком с факелом в руках. Однако это лишь кажущаяся простота картины, легкий на восприятие скелет сценария и знакомый каждому кыргызстанцу сеттинг мимолетных встреч со знакомыми в автобусе позволяет зрителям погрузиться в богатые на отсылки и пищу для размышлений, диалоги и образы персонажей. Как и у многих других писателей, художников и режиссеров, резко высказывающихся о происходящем вокруг через свое творчество, по словам самого Темира Бирназарова, у него не было возможности открыто говорить о проблемах, затронутых в фильме. Для этих целей режиссер использовал так называемый эзопов язык, систему иносказательных приемов, тщательно маскирующих смысл сообщения автора с помощью полупонятных образов, имен и событий, как в баснях Крылова или сказках Салтыкова-Щедрина. Давайте повторим это еще раз. Нам с вами важно зафиксировать эту мысль. Эзопов язык позволяет автору передать важное, по его мнению, сообщение с помощью замаскированных полупонятных образов, диалогов и загадок. Поэтому любая наша интерпретация заложенного в фильм смысла, его анализ и разбор – это лишь одна из многих субъективных версий и трактовок. Возможно, этого и не имел в виду автор. Но давайте все же подробнее остановимся на каждом персонаже. Голос Умюта, молодого парня, приехавшего из-за рубежа спустя 14 лет жизни в Англии, мы слышим в самых первых кадрах фильма. Заходя в автобус, он сразу же вызывает симпатию, помогая бабушке с ее багажом. Режиссер словно фокусирует наше внимание на нем, намекая на важность персонажа. По ходу фильма никто ему и слова вставить не дает, затыкая его и заявляя, что он чужой для их села человек. Иносказательно автор словно подчеркивает, что он чужой для них в первую очередь по образу мышления. Мен ким экенимдин айырмасы кайсы? И только в конце, перед лицом опасности, все прислушиваются к его словам и идут за Умютом, олицетворяющим собой надежду, без которой 14 лет после развала Советского Союза жила страна, и теперь направляется в неизвестное будущее вместе с ним. Из интервью режиссера мы узнаем, что его радует мышление смелой молодежи, не живущей по методичкам прошлого поколения, и Умют является неким собирательным образом такой молодежи. Не зря он немного обезличен, его нельзя назвать главным героем, по фильму мало что можно сказать о его взглядах и идеологии, он здесь лишь образ надежды на светлое будущее.
Экранное время начала фильма занимает секс-работница. Род ее деятельности сразу же начинают дружно обсуждать всем автобусом. Не зря режиссер разворачивает один из первых диалогов с этой темы. Проституция как подрыв традиционных ценностей – одна из наиболее злободневных тем для обсуждения кыргызским обществом, наряду с ориентацией человека. Astagfirullah. Mınday nemeler menen çok jol жүрүштүн өзү күнөө болот. Айланайын. Узунураак көйнөк кийип алчы. Кандай кааласам, ошондой кийинемин. Ой, мындай немени автобус токтотуп туруп түшүрүп салыш керек. Секс-работница выступает здесь в качестве не только члена уязвимого слоя общества, выбравшей данный путь не по своему желанию, а из финансовых соображений и необходимости собрать деньги для лечения матери, но и как представительницы безучастной молодежи. Когда начинаются выборы нового водителя, ей протягивает наушник другой молодой парень. Режиссер наглядно показывает равнодушие молодежи к выборным процессам. Парень, слушающий рэп, олицетворение современной, непонятной для старшего поколения молодежи. Оно начинает забывать об уважении к старшим, он уступает место только тогда, когда ему об этом прямо говорят. У окружающих к нему нет негатива, но все его словно обтекают и игнорируют, как и он отстранен и безучастен ко всему, что происходит в этом маленьком обществе. Возвращаясь к диалогу с осуждением секс-работницы, первой ее вызвался защищать мужчина-алкоголик, в прошлом спортсмен. Во многом двигателем сюжета, кладезью мудрых изречений и юмористических вставок выступает именно он. Персонаж придает сюрреализма ситуации еще и тем, что его вставки часто намного более адекватны на фоне того, что городят другие. Он олицетворяет собой поколение людей, которые не смогли адаптироваться и перестроиться после развала Союза, сдались и спились, несмотря на то, что могли быть перспективными спортсменами, отличались смекалкой или житейской мудростью. Алкоголик часто обращается к дедушке-коммунисту по имени, видно, что ему комфортно строить коммуникацию с советским человеком. Коммуниста зовут Совет Байке. В своей одежде, выправке и речи он во всем подчеркнуто советский человек, являясь образом огромного поколения людей, да что уж говорить, актуального и по сей день. Ему противопоставляется энергичный демократ Алгабай. Siz ойланып сөйлеңіз. Демократиялы өлкөлөрдү көрүп жатасызбы? Советтик колбасадан башка деги бир нерсе билесизби? Их идеологическому противостоянию посвящено несколько сцен перепалок, режиссер иллюстрирует настроение нулевых, все еще свежа память о советской идиллии, но в народе уже набрали популярность западные демократические ценности. Идеологический спор в основном застревает и не идет дальше строк «Вы не видели, как хорошо было при Союзе» и «Вы тоже не видели, как хорошо живут развитые демократии», и каждый остается при своем. Демократия. В конце картины коммунист засыпает, предварительно попросив девушку разбудить его только тогда, когда они доберутся до Киличека, но умирает, так и не доехав, словно знаменуя смерть коммунистических идей в тогдашнем обществе. Еще одной противоборствующей парой являются пожилой молдо и молодой христианин. Помимо религиозной неприязни между ними, режиссер словно подчеркивает поколенческий разрыв, конфликт отцов и детей, в очередной раз сталкивая между собой молодых и возрастных членов общества. Мусульманин отказывается сидеть и даже стоять рядом с христианином, но в концовке мы наблюдаем их примирение. Как и многие пассажиры автобуса, эти двое не только служат средством обогащения антуража и показа разнообразия общества нулевых, но тоже разбрасываются умными изречениями, которые по сути никак не помогают достичь цели и доехать до села быстрее. Арактын айынан канча деген адамдар, керек болсо бүтүндөй улуттар жок болуп жатат. Иисус айтат, ичкилик бул. Акындардын тамагы. Ичпей коюп адам болгун келеби. Примером непротивоборствующего, но все еще интересного взаимодействия являются торговка и девушка с грудным ребенком. В одном из первых диалогов между ними мы узнаем, что доктора посоветовали девушке не кормить младенца грудью, и она скоро вылечится. Таким образом, ребенок всю дорогу не ел и был голоден. Коммерсантка же в фильме показана скупой. Все сцены с ней иллюстрируют лишь алчность, и несмотря на то, что весь фильм они общаются в основном вдвоем и являются союзницами, торговка ни разу ей ни в чем не помогла. В концовке же словно становимся свидетелями и ее изменения, когда она из скупой, не готовой даже пальцем шевельнуть без оплаты торговки, трансформируется в кормящую своей собственной грудью чужого ребенка женщину.
События в автобусе, судя по всему, меняют судьбу и следующего трио персонажей. Акына-гедониста, парня с седлом и медсестры из соседнего села, за внимание которой они конкурируют. Акын, бросивший 6 жен, но слагающий высокопарные стихотворения, носящий парик, чтобы лучше выглядеть, и Аки Пушкин, вызывающий на дуэль оппонента из-за дамы. В конце желает влюбленным семейного счастья и признает поражение, переживая личностную трансформацию. На драку дуэлянтов с интересом, но без желания ее прерывать, взирает милиционер. Комично то, как он вваливается в кадр пьяным и нарушив правила дорожного движения. Так же, как и то, что он поддерживает смелых драчунов, но напоминает, что им нужно явиться утром в участок. Ой, силер нақта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Бирок эртең унутпагыла мага келесиң. Саат 9:00. Түшүндүңбү? Но тем не менее, иронизируя над ситуацией, автор все же словами милиционера напоминает всем, что все должно быть в рамках закона. Однажды нарушивший закон музыкант-дезертир также дополняет антураж, представляя из себя среднестатистический образ людей, умеющих мимикрировать под среду. Он поддерживает алкоголика, вместе со всеми осуждает секс-работницу, а после заискивает перед водителем. Но в масштабах конформизма и отсутствия собственного мнения сложно не обвинить кого-либо больше, чем бабушку с петухом. Практически все, что она говорит на протяжении фильма, это лишь поддакивание мнению более влиятельных прямо сейчас людей. Аман için жетсек беретті. Емне olup baratası var ya? Адам қалсын бечара. Это прямое ее противопоставление режиссера мальчику с глобусом, который словно вырос во всей этой кутерьме, драках, сплетнях и смог не потерять своей любознательности и ребяческой непосредственности. Пошел за глобусом, когда всем запретили двигаться. Балам кыймылдабы. Кыймылдабы. Первый, кто вообще заговорил со спасшим всех Үмүтом, Байке, атыңыз ким? Үміт. и даже осмелился пойти против своего отца, который после этого, несмотря на то, что является учителем, угрожает ему жестко с ним поговорить дома. Амен сен сыткыларым. О трансформации и судьбе оставшихся 3 персонажей, отца мальчика, учителя Шаршена, первого водителя и второго водителя Токтоша, претендовавших на право управления автобусом, как и о многих других мыслях автора из фильма, нам остается лишь догадываться по оставленным нам отсылкам. Первое. Учитель Шаршен всегда выходит из автобуса в качестве переговорщика и выдвигал свою кандидатуру за право водить автобусом, но проиграл из-за обвинений в употреблении веществ в прошлом. В одной сцене он появляется в американской кепке и очках. Вторая. Первый водитель собирает со всех на ходу придуманные суммы денег, заявляет, что управлял автобусом 15 лет на голой инициативе, а после того, как пассажиры его выгоняют, закатывает истерику, сожалея о том, что не слушал слова своей жены, говорившей ему, что его не ценят. Уходя, он забирает с собой водительское кресло, фотографию Сталина и ломает фару перед уходом. Третье. Второй водитель во время суматохи вытаскивает бумажник алкоголика и после возвращает его, становясь местным героем. Милиционер делает странные замечания в его адрес. После его избирают новым водителем, но он сбивается с пути и ездит по кругу, а позже автобус вообще нависает над обрывом. После спасения всех Үмитом он самостоятельно сдает ключи, но Үмит предлагает ему продолжить вести автобус, а он будет освещать ему путь. Четвертое. Номер автобуса N9677A. Как вы думаете, что это могло бы значить? Пятое. Автобус случайно заезжает на территорию военных учений. Нам показывают русского и американского солдата. Когда Үмит пытается встать, один из солдатов тянется к кобуре, приказывает ему сесть и, контролируя ситуацию, Sit down. Шестая. Интересный путь проделало и седло. Сперва на нем сидит парень, владелец седла, после он уступает место секс-работнице, а после его используют в качестве водительского кресла. Седьмая. Автобус по дороге с территории военных учений случайно цепляет пушку, а после она остается возле бабушки, продающей сигареты. Подводя промежуточные выводы, мы полагаем, что кыргызское общество в данной аллегории автобуса прошло некую трансформацию и выросло из неготового принимать идеологически, религиозные и прочие различия друг друга в помудревшее, способное к взаимоуважению и терпимости.
В одном из интервью Берназаров отмечал, что ему нравится, как в некоторых странах выделяются деньги и выстроен процесс поощрения многообразия и идеологического обмена, а не стирания, как прежде, своей идентичности. Мы не видим, чтобы автобус доехал до будущего, а значит, это пока не хэппи-энд. Режиссер не говорит, что общество навсегда стало толерантнее и лучше. Он показывает, что нам еще ехать и ехать. Но общество начинает понемногу осознавать, хотя бы во время общей беды, что нужно учиться сосуществовать при таком идеологическом, религиозном и культурном разнообразии кыргызского общества. Иначе мы, как лебедь, рак и щука, далеко не уедем. Но столь же важным анализом автора является и то, как он иллюстрирует в фильме поиск себя и своей кыргызской идентичности. Берназаров наделяет персонажей знакомыми каждому кыргызу поведенческими особенностями и моделью мышления, которая обогащает повествование и дает еще больше пищи для размышлений. Бабушка покупает японского петуха, потому что зарубежное значит лучше. Жапондоку дейт. Дезертир покупает себе аккордеон как символ развлечений, продав теленка, в каком-то смысле словно продав будущее за настоящее. Канча калдың? Bir torpaq deyt. Атасын озырайын мейлі дедім. Муну өтө эле кымбат го. Эскиден эме экен. Мындай аккордеон табылбайт азыр. Вальдбейстер. Алкоголик поехал на базар продать лыжи, но не смог, чтобы сохранить связь с воспоминаниями по временам, когда он был крутым лыжником. Мен райондан лыжадан чемпион болгом. Қой, сен түзелі тоза қалып барасың. Сатайын дедім эле. Ниетим барбай койду. Молодых и чужаков не воспринимают всерьез. Апа, мунуңуз тоттугуш го? Сен аны кайдан билмей элең балам. Менен дурайын. Жашабай жатып атаңа каршы чыктың ба? Үйгө барганда жонуңан кайшы билбесем бе? Келе турбайсың. Өзүң айтпадың белең? Ким ямау? Ким? Билбейм ой. Өңү тааныш сурайт. Угуп турсаңар. Дагы бир акылман табылды. Бизге акыл үйрөткөндөй сенесиң кимсиң? Я. Ой, акылды неме? Туғандар. Да и в целом то, как члены общества часто умудряются с пеной у рта защищать заимствованную у кого-то идеологию, отдавшись процессу спора и не умея выслушивать чужую позицию, будь то коммунизм, религия или культурные различия. Народ, чтобы стать народом, должен быть не совокупностью разных людей, идеологий и культур, а стать единым целым. Так и режиссер словно видит в автобусе не 21 человека, а одного хорошего кыргыза, но с массой вредных мыслительных привычек, который ищет свою идентичность и никак не может ее укомплектовать. Кино тем лучше, чем больше каждый в нем для себя найдет. Сегодня мы вам предложили свою интерпретацию картины, в которой кыргызское общество сможет найти свой маршрут и добраться до светлого будущего, только научившись уважать и принимать взаимные различия, иногда что-то заимствуя, но не переставая работать над формированием своей собственной кыргызской идентичности. А с вами была редакция Evidence Центральная Азия. Увидимся!